Финал. За первое место в турнире Дзурзуки-2020 встретились Магомед Бекмурзиев и Халид Келигов. Соперник постарше и опытнее 8-летнего Халида не пугает. И не таких обыгрывали. Перед началом решающей партии поделился мальчик. А вот его оппоненту очень любопытно, чем же кончится игра. По большому счету, никаких волнений, это же дружеский турнир. Просто очень интересно сыграть с 8-летним мальчиком и проиграть ему. Не прошло и 10 минут с начала игры, как на шахматном поле осталось всего 9 черно-белых фигур. Уверенность в победе у Халида сменяется страхом проиграть. Мальчик нервно перебирает фигурки в руке и долго думает, какой же сделать ход. Но соглашаться на ничью не намерен. Просто капитальный красавчик Витяники. За игрой внимательно наблюдают организаторы в лице историко-географического общества Дзурзуки. Из-за пандемии первые 3 партии они провели в онлайн-формате. Побороться за 3 главных места участники решили уже лично. Интересная изюминка вот сегодняшних полуфиналов, у нас накал был, да, в финале такой, заключается в том, что вот битва поколения, где с одной стороны маленькие, буквально 5-6 лет и 8-9 лет, 2 полуфиналиста, это и старшее поколение. Это потрясающе, это говорит о том, что у нас именно шахматам наше маленькое потрясающее поколение уделяет внимание. Игра подходит к концу. Победа явно за Магомедом Бекмурзиевым, но мужчина, не раз принимавший участие в различных турнирах, делится. Никогда бы не подумал, что такой юный соперник окажется настолько сильным. Дело в том, что с этим Халидом в полуфинале играл тоже очень юный 6-летний мальчик, Аушев Амир. Конечно, это очень радует. Это наше будущее, это люди, которые завтра будут управлять различными сферами в нашей республике. И когда люди, которые умеют планировать, у которых понятие тактика, стратегия с юных лет заложены, когда у них есть возможность правильно анализировать, хорошая аналитика, это сплошные плюсы. Уже по традиции участникам вручают награды, призы и дипломы. 3-е место за 6-летним Амиром Аушевым. 2-е, немного расстроившись, принял и Халид Келигов. Но игра с более сильным соперником уже научила мальчика осторожнее рассчитывать свои ходы и впредь не недооценивать противника. А организаторы планируют проводить такие соревнования намного чаще. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.